сейчас мы оденем два макшанских костюма. Это макшанский костюм уже женский и макшанский костюм молодой девушки. И вы увидите, чем они отличаются друг от друга. Но мы сегодня оденем костюм девушки-макшанки, сотрудницу нашего музея, научного сотрудника, это Большакову Ксению. Она у нас сегодня будет девушкой, мордовкой, макшанкой. Ну, во-первых, мы все говорили, что основной компонент костюма, макшанского верзянского костюма, это рубаха панар. Вот на Ксении тоже мы одели рубаху, и обязательно эту рубаху мы должны опоясать вот таким вот красивым пояском. Опоясываем пояском. Так. Поднимаем рубашку, делаем большой напуск, чтобы придать объем Ксении. Большой напуск. Такой вот. Сразу она у нас уже преобразилась. Стала вот такая девушка монументальная, пышнотелая. Такой большой напуск. Теперь одевают обычно девушки, молодые девушки, вот такую верхнюю одежду. Эта одежда называется нула. Шили обычно такую нулу из хлопчатобумажной ткани. Очень яркие такие должны быть цвета. Фабричная ткань. Одеваем поверх рубашки. Но чтобы вот эта вышивка, петь из-под нулы, вышивка была видна. Дальше рукава. Да, расправляем рукава. Расправили рукава. Теперь нужно ворот, вырез закрыть нагрудным украшением. Это сюлгам. Мы должны сюда приколоть сюлгам. Такой вот сюлгам, который оберегает, украшает костюм и еще служит как оберег, оберегает душу человека. Наш сюлгам будет оберегать душу нашей Ксении. Такой вот сюлгам. Теперь, обычно девушки украшают себя, используют очень большое количество украшений из бисера, украшений из бус. Здесь у нас вот такая вот тоже пелеринка, которая у нас мы тоже оденем на Ксению. Украсим еще больше ее красивый костюм. Вот такая пелеринка. Ну и бусы. Чем больше бус, тем красивее, наряднее костюм будет у нашей девушки. Вот такой вот столько украшений. Ну и мы уже говорили про головной убор, что головной убор у девушек у нас открытый головной убор. Можно показывать свои красивые волосы. Здесь у нас, видите, у Ксении яркая красивая лента, но уже после замужества
этот головной убор снимали и полностью волосы прятали под головной убор. Ну, а пока у нас красивые волосы у Ксении, мы можем увидеть ее красивую косу. Обычно делают здесь вот такие пушки, чтобы оберегать уши. Закрыт у нас лоб. И, естественно, даже вот эта вышивка, которая на головном уборе, также оберегает, имеет какие-то свои такие сакральные значения имеет. Ну и вот такой костюм молодой девушки мы одели нашу Ксению. Рубаха вот такая нула и головной убор. Вот такая вот налобная повязка, украшенная бисером. Ну, обычно по каким критериям выбирают с ног, чтобы она была рукодельницей. Сейчас посмотрим, какая рукодельница наша Ксения. Вышла наша девушка замуж, меняется ее костюм. Уже то, что она будет носить, когда стала женщиной, это уже девушки в такие костюмы, такие элементы костюма не носили. Но рубаха у нас и у замужней женщины осталась вот такая вот белая с вышивкой. Пояс тоже обязательно присутствует. Но только видите, здесь у нас на нашем поясе еще есть вот такие украшения, боковые украшения с бубенчиками, чтобы когда женщина наша шла, вот этот звон изгонял нечистую силу. Это вот такого своего рода такой оберег. И носиться должны это украшение сзади. Сзади завязываем поясок туго, чтобы напуск у нас не спускался. Опять поднимаем напуск, делаем напуск большой на рубашке. Придать весомость нашей молодой женщине. Рубашка у нас чуть ниже колена, но зато очень большой такой напуск. Теперь здесь у нас на нашей макшанке, видите, вот такой передник с грудкой. Одеваем передник. Украсили нашу женщину вот такое большое количество украшений из бисера, из бус, из монет. Ну и еще есть вот такой вот изюминка в костюме или в головном уборе замужней женщины. Если мы одели для девушки налобное украшение, то женский головной убор отличается от девичьего головного убора. Повязывают, полностью закрывают волосы платком, но под платок, красивый павловский платок, обязательно повязывали белый платок. Чтобы, во-первых, чтобы платки часто не стирать, повязывали белый платок. Вот. Ну, как рассказывали, что концы спускали, чтобы спина и шея были закрыты. Ну и сверху павловский, красивый павловский платок.
концы и делали на лбу вот такой нахлёст. Так вот. Хочу показать, что вот спина и шея у нас закрыты платком. Но к тому же еще на рубашке вы видите, что обычно вышивка находится на подоле, на груди и на рукавах. А вот на этой рубашке, это костюм Старошайговского района, еще вышивка присутствует и на спине. Это опять говорит о том, что самые уязвимые места у женщин — это спина и шея, которые спину и шею закрывают, оберегает вышивка и концы у платка. Все, нарядили нашу Макшанку к празднику. Праздничный наряд, и передник, украшения, рубаха панар, ну и платок. Все волосы мы закрыли, все волосы убрали, потому что нельзя было показывать в доме у мужа свои волосы. Считали, что от женских волос идет какой-то негатив. В тех костюмах, в которые облачились наши модели, можно еще и сфотографироваться в нашем музее, и на память об этом событии у вас останется фотография и у печки, и у колыбельки, и у прялки, у ступы с пестом. Все это вас отнесет в те времена, в которых ходили женщины в таких красивых самобытных костюмах.